Горно-геологический техникум поселка Хандага Тампонского района – участник образовательно-производственного кластера подготовки кадров для горнодобывающей отрасли Якутии. В этом году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» единый день открытых дверей посетили свыше 80 старшеклассников образовательных учреждений Тампонского района. Профориентационная встреча со старшеклассниками открылась всероссийским классным часом «Ты в хорошей компании». Ребятам рассказали об участии техникума в федеральном проекте «Профессионалитет». Особый интерес вызвали видеоролики о горно-геологическом техникуме, индустриальных партнерах, промышленных предприятиях, где трудоустраиваются выпускники. Затем для них были организованы экспресс-тестирование и экскурсия по лабораториям. Сейчас у нас было задание поставить уровень в нивелире. У нашей команды это получилось. Было очень интересно. Также мы собирали слова, которые нам говорили в начале представления. Было очень интересно. Мне понравилось. Узнал много нового, в разных лабораториях побывал. Тут довольно большая зарплата дают на разных работах. Около 400 тысяч или 150. Много техники показали, которыми дали попробовать нам. Особенно понравились горные исследования, оборудование, машинистные работы, которые делают и добывают полезные ископаемые. Преподаватели и мастера провели профессиональные пробы, основные процессы открытых горных работ с демонстрацией макета карьера, маркшейдерское дело, минералогия, управление бульдозером и экскаватором и другие. Школьники ознакомились с условиями обучения в техникуме, увидели новейшее оборудование по самым разным направлениям. Преподаватели рассказали ребятам об особенностях учебы в горно-геологическом техникуме, производственных практиках в тайге и на фабриках. Так, это у нас лаборатория обогащения полезных ископаемых. Здесь у нас представлены различные оборудования, например, магнитный сепаратор. И наше оборудование в лаборатории повторяет точь-в-точь настоящее оборудование на настоящих обогатительных фабриках. Можно даже сказать, что наш кабинет, наша лаборатория – это мини-фабрика получается. Сегодня мне понравилось ходить и смотреть разные профессии, какие они бывают. Чем занимаются люди на этих профессиях, сколько они зарабатывают и, в принципе, рассматривать все эти горные породы. Понравилось еще было на обогатителях такое, то, что мы камни дробили. Тоже интересно довольно было. Мастер производственного обучения Олег Охлопков 8-й год работает в горно-геологическом техникуме и выпустил сотни машинистов, бульдозера, погрузчика, экскаватора. Прием производится на базе 11 класса. Срок обучения – 1 год. Разряды присваиваются в зависимости от количества освоенных специальностей. И если 3, то 5-й разряд. У нас очень хорошие условия. Во-первых, у нас бульдозер, погрузчик, все на ходу, все работают. У нас, видите, прежде чем на настоящий бульдозер посадить человека, я его сначала потренирую на этом. Потому что уже на настоящем он уже чувствует себя увереннее, уже знает, что нужно делать ему. Потому что если его сразу поставить, потому что когда у нас не было, очень долго приходилось с ними возиться. А сейчас возиться не приходится. Пришел, показал задание, он начинает делать. Неделя, и он уже все, он умеет это делать. Потом сел на настоящий, с ним просто 1 день-два поработал, дальше он уже работает сам. Толкает, заезжает, маневр делает, все делает сам уже, на настоящем. Третьекурсник Андриан Мярин из Сосыльского наслега учится в группе «Открытые горные работы». Он считает, что сделал правильный выбор, поступив на техника-технолога, ведь в Тампонском районе в последние годы открыты сразу 2 обогатительные фабрики по переработке серебряно-металлической руды в Верхнем Инкиче и золоторудная Нежданинская. Я выбрал эту профессию, потому что сам по себе горнорабочий очень востребованная работа. И сейчас идет развитие в Тампонском районе, на Нежданинском. Там сейчас очень хорошо развивается горное предприятие. И я выбрал техникум, и учусь уже здесь 3-й год. И
Мы сегодня вот рассказали школьникам, что мы делаем и как вообще устроена вот горный карьер. Основная цель профессиональных проб – создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, будущих абитуриентов. В новом учебном году горно-геологический техникум поселка Хандыга в рамках профессионалитета планирует прием 115 первокурсников. Ну, конечно, нам было бы очень приятно, чтобы если местные ребята, именно хандыгские или тампонские, да, поступали в наш техникум, потому что это, во-первых, удобнее в плане какой-то либо логистики, ну и в первую очередь горные предприятия, они всегда актуальны, перспективные в плане заработка, потому что наши студенты уже с первого курса едут на производственную практику и уже получают заработную плату от 100 тысяч рублей. На примере 2023-2024 учебного года нам было зачислено 152 первокурсника. Из них на базе 9 класса с нашего района поступили более 30 человек. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие для ребят было интересным, познавательным, и при поступлении в учебные заведения, при выборе учебных заведений, некоторые ребята остановятся на нашем техникуме, и, конечно же, мы будем с нетерпением их ждать. Проект «Профессионалитет» позволяет молодым людям в сжатые сроки стать специалистами, гарантированно получить работу и достойную заработную плату на предприятиях промышленности. В Тампонском районе в Ингинском наследии торжественно установили первую сваю новой школы на 80 мест, которая станет центром образования и развития сел Новой Исайды. Поздравляем всех с этим знаковым моментом. Пусть новая школа станет местом, где каждый ребенок найдет заботу, образование и поддержку для своего развития. Долгожданная школа будет двухэтажной с общей площадью около 2000 квадратных метров. Объект возводится в рамках реализации инвестпрограммы Республики Саха-Якутия. Это давняя мечта родителей, педагогов и всех жителей села. Марфа Михайловна Закарутова 36-й год трудится в школе учителем химии и биологии. В этом учебном году она в 5-й раз выпускает своих ребят во взрослый мир. В нашей школе есть детско-юношеская спортивная школа, очень много детей-спортсменов, очень много наших детей выступали за честь республики, и честь республики благодаря их достижениям, конечно, очень много раз сыгралась гимн. Я этим очень горжусь, и учатся наши дети везде, как сказали, начиная с Владивостока до Москвы. Это очень большой успех, и я от всей души поздравляю всех педагогов, всех школьников и все население нашего ингинского наследия. Жители с торжественным днем приехали поздравить проектанты и заказчики объекта, представители администрации Тампонского района, райсовета депутатов. Приветствовали собравшихся глава ингинского наследия Ринат Шарипов, директора школы разных лет. Наконец-то это случилось. Закладка первой сваи нашей школы ждали уже с далеких 2000-х годов, когда у нас впервые произошло наводнение. И с тех пор мы ждали этого момента, и с 2005 года конкретно уже были поданы документы. И наконец-то вот сейчас, в 2024 году, это произошло. Надеюсь, все достроится планомерно, по графику. 29 марта подписан госконтракт с подрядной организацией «Проектная компания ДСА». В новой школе будут актовый зал, спортзал, пищеблок, мастерские, библиотека, предусмотрен лифт и обеспечен доступ для маломобильных групп населения. Но здесь, получается, грунты сложные, участок. Сейчас у нас, получается, имеется обводнение грунтов. Это, получается, дополнительные затраты у нас возникают. Сложности при бурении скважин. У нас обсадные трубы мы будем использовать, откачивать воду будем. Ну и процесс установки свай
мне кажется, затянется из-за сложных грунтовых условий. Сваи железобетонные, монолитный цоколь, и получается насосная станция будет, резервуар будет, спортплощадка, ну, септик будет, деска, ограждение и благоустройство площадки, малые архитектурные формы. В 2001 году после разрушительного наводнения многие селяне уехали из Наслега. В школе оставалось очень мало детей. Спасло ситуацию открытие спортшколы. На новую школу деревенские жители возлагают большие надежды. Будет школа, будет и село, говорят они. Мы жители Ингинского Наслега. Моих 2 детей посещают нашу школу. Дочка заканчивает 10 класс, так, наверное, не дождется новой школы. Но еще 2 сыновей будут учиться наконец-то у нас в новой, уютной и, самое главное, теплой школе. Мы все очень рады этому большому событию в нашем маленьком селе. Надеемся на хорошую стройку, недолгую, чтобы в 2025 году наши дети наконец-то заехали в новую школу. Я учусь во 2 классе. Наша школа холодная. Зимой мы учимся в куртках. Сегодня буду ставить первую сваю. И вот в следующем году у нас построят новую школу прямо напротив нашей старой. В этом году в инвестпрограмме на строительство школы предусмотрено свыше 140 миллионов рублей. На эти средства будет возведена коробка здания с применением каркасной технологии и стальных конструкций. Общая стоимость объекта порядка 400 миллионов рублей. Ввод школы планируется в 2025 году. Данный объект очень долго пробивался по всем инстанциям. Хочу выразить огромную благодарность главе района Якову Иннокентьевичу Степанову, Виктору Николаевичу Лебедеву за то, что наша школа наконец-то первая свая забита. И надеемся, что в следующем году будет завершено строительство. На данный момент проводятся работы по бурению свай. Все материалы завезены. Компания ПК ДСА очень ответственно подошла к этому делу. Сейчас уже начинаем забитие свай. Должны закончить в скором времени и будут возводить фундамент и каркас школы. Ну, надеемся, что все пройдет хорошо, и в этом году каркас будет стоять. В следующем году ждем финансирования и завершения строительства школы. Жители маленького села Новый Ингинского Наслега, где проживает всего около 300 человек, очень долго ждали этого объекта. Теперь важно, чтобы строители выполнили работы качественно и в срок.